Звонил незнакомым людям, представлялся их родственникам и говорил, что попал в серьезную аварию. В Московский районный суд Казани поступило уголовное дело в отношении Николая Макарова. Мужчину, отбывающего наказание в исправительной колонии, обвиняют в мошенничестве и в покушении на мошенничество. Скольких людей он обманул, знает Альбина Минибаева. 24-го... На скамье подсудимых Николай Макаров уже не в первый раз. 2 года назад его отправили в исправительную колонию за покушение на мошенничество. 5-летний срок, по мнению следствия, для него уроком не стал. Как считает сторона обвинения, мужчина звонил незнакомым людям, изображал из себя их родственника и просил о помощи. Якобы он только что сбил человека. И чтобы решить вопрос на месте, нужно срочно перевести деньги. Для выплаты пострадавшим и возмещения ущерба, а также избежания уголовной ответственности, необходимо перечислить определенные денежные средства в размере от 20 до 70 тысяч рублей на платежные терминалы, расположенные на территории Республики Татарстан. Как следует из материалов уголовного дела, обмануть по такой схеме он попытался 8 татарстанцев. Из всех попыток удачно оказалась только одна. Действуя по отработанной схеме, он позвонил женщине и, представившись ее сыном, попросил передать деньги человеку, который вскоре подъедет к ней домой. Поверив голосу на том конце трубки, женщина впоследствии лишилась 42 тысяч рублей. Свою вину подсудимый признавать не спешил, от комментариев также отказался. Мне не о чем разговаривать, в первую очередь. До свидания. Судебное заседание отложили до 6 сентября, так как Николай Макаров не ознакомился с материалами дела. Копию обвинительного заключения ему вручили только сегодня. Альбина Минибаева, Лена Аргинатуллина, Константин Бушуев. Вызов 112.